Продолжаем программу «7 дней». На этой неделе Владимир Путин в Москве провел встречу с главами муниципальных образований субъектов Российской Федерации. Участниками Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России». Первый форум, организованный по поручению президента Российской Федерации, собрал более 7,5 тысяч представителей муниципалитетов из 89 регионов страны. Делегацию Татарстана во главе с первым заместителем руководителя администрации РАИСа Республики Татарстан, начальником управления РАИСа по работе с территориями Ильнуром Гариповым и председателем Совета муниципальных образований Татарстана Экзамом Губайдулиным вошли 94 человека. Это мэры городов и главы районов, а также руководители сельских поселений республики. Для справки, в России сейчас 4,5 миллиона муниципальных работников. Как отметил Владимир Путин, мы очень заинтересованы, чтобы на эту работу люди приходили подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать, особенно молодежь. Сейчас важно работать над более активным участием муниципалитетов в формировании общенациональной повестки развития. Особое внимание, сказал президент, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. У них совсем другие жизненные приоритеты, в отличие от тех персонажей, которые прыгают без штанов на каких-нибудь мероприятиях. С учетом последних событий понятно, кого имел в виду наш президент. И, к слову, на этой неделе стало известно, что Владимир Путин учредил в стране почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления». Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов. В рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина. Сила России» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии служения. Лауреатом конкурса стал глава Мамадышского района Татарстана Анатолий Иванов в номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». В Татарстане, это известно каждому, Мамадышский район самый большой по территории и точно один из самых красивых и величественных. И все-таки Мамадыш хоть и город, но точно не Париж и не Казань и даже не Челны. Поэтому планы планами, а грандиозные проекты вроде горнолыжного комплекса, благоустроенной набережной или промышленной площадки на 80 гектаров лучше отложить и довольствоваться районными масштабами задач. Да и жизнь спокойнее будет у главы. Уверен, услышь такое, Анатолий Иванов даже обидится, разозлится. А чем мамадышцы хуже казанцев, челнинцев или парижан? Я всегда говорю и своим, значит, коллегам тоже, нужно за работу взяться. А потом, значит, вот посмотрите, сколько объектов мы взялись, ни один же все не проставит, все сегодня завершили. Поэтому и горнолыжка, конечно, это тоже наша вот мечта, она в этом году сбывается. Это, наверное, счастье для такого максималиста по жизни, как Анатолий Иванов, увидеть результаты своего труда в виде реализованных самых амбициозных проектов. Горнолыжного комплекса, на секунду, с крупнейшим по Волжье трассой «Зиплайн» и не только. Идея главы и всех нас – это чтобы вошли сюда инвесторы. Предварительно уже договоренность есть. В планах построить также гостиницы здесь, аквапарк. Или возрождение Мамадыша как туристического центра, а в перспективе центра для религиозного паломничества со всего мира, для чего было сделано, казалось бы, невозможное. В местный храм лично главой Ивановым доставлены частицы мощи святого Николая Чудотворца, одного из самых почитаемых всеми христианами святых. У нас вот в храме мы тоже можем лицезреть вот такую прекрасную картину, когда рядом мощь Николая Чудотворца и башмачок святителя Спиридона, ведь они были друзьями между собой. Вот сейчас они в этом храме, вот их святыни хранятся рядом. Еще одна, на первый взгляд, изначально малореалистичная задача – запустить в Мамадыше современную высокотехнологичную промышленную площадку, самую большую по территории из муниципальных. Признаюсь, на открытии промпарка были сомнения, сумеет ли в Мамадыше не на бумаге, а реально освоить огромную территорию. Здесь, говорят, проблемы были, но проработали кадровые вопросы с местным колледжем, позвали инвесторов, создали условия, постепенно, не сразу. К производителям окон добавилась мамадышская стекольная компания. Все есть. Вода есть, душ есть после работы, как бы. Вот. Столовая есть. Именно здесь, на промышленной площадке в Мамадыше, производят все пластмассовые детали для сидения автомобилей КАМАЗ, ГАЗ и Уралаз. Планы расширяться быстро и поступательно, рассказывает нам инвестор Равкат Сафин. Сейчас вот 2 робота установили, сейчас еще лазер в пути. Еще 4 робота у нас в пути.
Здесь же новое картонно-бумажное производство, готовое к запуску, еще с десяток проектов инвесторов не только из Татарстана, но и из Якутии, Казахстана, Турции и Ирана. Это будущее нашего города. Вот когда мы построим на этой площадке 40-50 заводов производства откроем, вот тогда можно будет сказать, что город как город состоялся. Потому что это, я считаю, самое главное и будущее для всех наших городов. Огромное признание и заслуженная награда из рук президента страны. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов стал лауреатом Всероссийской премии служения специальной номинации «Судьба человека. Гордость Отечества». Сегодня здесь представители муниципального сообщества из всех регионов страны, главы муниципальных образований, муниципальные служащие, работники муниципальных организаций, люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему. Свое призвание находят в труде на благо сограждан. Я испытывал в первую очередь, наверное, гордость за свою республику, гордость за свой город, за свою команду. И в то же время большую ответственность. В последние годы мы же видим, что Мамадыш преобразился. Мамадыш стал он практически узнаваемым не только в Татарстане, в целом именно вот в Российской Федерации. У нас очень мощная поддержка в целом муниципалитетов, местного самоуправления со стороны правительства. К сожалению, во многих регионах положение, оно незавидное. Мы вот встречаемся с коллегами, они знают, они видят, как развиваются регионы, как развивается Татарстан. Но у нас, в самом деле, вот все вот эти программы, которые приняты, которые сегодня они работают, безусловно, это здорово поддерживает развитие наших муниципалитетов. Сам лауреат Иванов свою премию называет не столько признанием личных заслуг, а победой всей команды, в которую входят не только нынешние руководители и главы сельских поселений района, но и все его предшественники, которые заложили основу нынешних достижений. И, к слову, не только города Мамадыш, а всего огромного района, в который входят и такие небольшие деревни с развитой инфраструктурой, как Малая Сунь. Деревня не только благоустроенная и красивая, летом особенно, рассказывает нам глава суньского поселения Мансур Салахов, но и знаменитая, прежде всего тем, что именно отсюда прославленный композиторский род Ярулиных. Загидулы Ярулина, создателя знаменитого марша «Тукай» и основателя первого татарского струнного оркестра. Фарида Ярулина, автора балета «Шурале», и Мирсаида Ярулина, создателя первой татарской оратории «Кеше». Как тут хранят память о своих великих предках, это надо видеть. Недавно отстроенный сквер памяти композиторов, огромное панно в сельском клубе и, конечно, уникальный музей с подлинными экспонатами. Глава суньского поселения не без гордости показывает и клуб, и школу. Если школы не будет, считай, и деревни нет, если откровенно говорить. У нас сегодня и школа, и детский сад, и клуб, все работает с полной загрузкой. Люди видят это, и многие понимают, что лучше оставаться на малой родине. Все же есть, можно и нужно радоваться жизни. Строительство объектов соцкультбыта, строительство жилья, строительство, ремонт, капитальный ремонт там спортивных объектов. Они же то же самое, все направлены в первую очередь на повышение благосостояния населения. Вклад Татарстана в развитие Российской Федерации – это огромный. Поэтому мы с уважением ко всем относимся и все смотрим, сравниваем, друг с другом знакомимся. Конечно же, и в этом есть, наверное, наша сила в единстве. Глава администрации в последнее время часто употребляем слово «фронт». У каждого свой фронт. У ребят это на линии фронта фронт, а у нас в тылу свой фронт. И, конечно, мы надеемся, смотря вот такую мощь России, регионов, конечно, у нас ни копейки, сомнений нет, что, конечно, наше дело право и победа будет за нами. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.